В эфире рубрика «Чрезвычайные происшествия», в студии Александр Хавренко. Сегодня утром неизвестный вооруженный мужчина зашел в помещение спортивного комплекса «Мадун». Пройдя в спортзал, где шла тренировка у детской группы, мужчина достал принесенный с собой нож и начал угрожать, что он нанесет себе повреждения. Тренер, который в это время находился в зале, вывел детей в раздевалку. К месту происшествия были вызваны оперативные службы. Вооруженный мужчина был задержан сотрудниками Росгвардии. Никто из посетителей не пострадал. Все посетители спорткомплекса были эвакуированы. Личность мужчины и мотивы, побудившие его на столь неадекватное поведение, выясняются. Здание спортивного комплекса отцеплено, на месте работает следственно-оперативная группа. В дежурную часть полиции Ленского района поступило сразу 3 заявления от граждан, ставшими жертвами вора. Все кражи совершены в один день. Продавец магазина «Оператор сотовой связи» лишился своего личного телефона в разгар рабочего дня. 2 постояльца местной гостиницы не обнаружили своих денег. Общий материальный ущерб, нанесенный потерпевшим, составил 47 тысяч рублей. Оперативники вышли на след подозреваемого в совершении краж. Им оказался 20-летний местный житель. Во время посещения магазина, где преступник собирался купить сим-карту, он заметил на прилавке оставленный телефон. Не раздумывая, он положил телефон в свой карман, а после завершения оформления сим-карты покинул магазин. Затем он направился в гостиницу, где ранее работал разнорабочим. Войдя в один из номеров, увидел спящих постояльцев и, обыскав их, похитил их деньги. Один из постояльцев лишился 7 тысяч рублей, второй – 20 тысяч рублей. По данным фактам возбуждены уголовные дела по статье «Кража». Полицейскими Заполярья раскрыта кража рыбы у семейно-родовой общины. Ущерб, нанесенный преступниками, составил более 150 тысяч рублей. В полицию с заявлением о краже обратился представитель одной из семейно-родовых общин, проживающих и работающих на территории Алаиховского района. Потерпевший сообщил полицейским, что неизвестные похитили из ледника 10 мешков рыбы, добытой для продажи. Оперативниками установлен ранее неоднократно судимый 20-летний подозреваемый в совершении кражи. Мужчина в летнее время работал в общине, но из-за его вредных привычек члены общины прекратили с ним трудовые отношения. Тогда злоумышленник решил воспользоваться тем, что выловленная рыба хранится в неохраняемом леднике, и похитил ее. Для этого он ввел в заблуждение одного из предпринимателей, который занимается закупкой рыбной продукции у общин коренных малочисленных народов Севера, сообщив, что община поручила ему продажу рыбы. Ничего не подозревающий предприниматель вывез из ледника всю имеющуюся на тот момент рыбу. Расплатился с лжепродавцом. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Вся похищенная рыба изъята и возвращена общине. Сразу несколько кухонных разборок произошли в Якутии за последние дни. Так, 39-летняя жительница Якутска была доставлена в реанимацию с ножевым ранением в грудь. Полицейские патрульно-постовой службы задержали ранее судимую за убийство 39-летнюю приятельницу потерпевшей и ее 32-летнего, тоже ранее судимого знакомого. Из квартиры пострадавшей изъяты предполагаемые орудия преступления – кухонные ножи. Следствию предстоит разобраться в отношениях этого треугольника. Еще одна жертва кухонных разборок доставлена в больницу с ранением брюшной полости. По версии следствия, мужчина распивал алкоголь со своей сожительницей, 47-летней, ранее судимой за нанесение тяжкого вреда здоровью. В ходе застолья между парой завязалась ссора, последним аргументом в которой стал кухонный нож в руках женщины. Ведется следствие. И еще один случай произошел в Нюрбе. В больницу доставлена 39-летняя местная жительница. У пациентки ножевое ранение в грудь. Следственно-оперативной группой установлен подозреваемый, ее сожитель. В отношении 60-летнего мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Крупная партия кокаина попала в руки испанской полиции в результате перехвата подводной лодки с грузом наркотиков. Задержаны 2 предполагаемых злоумышленников. Подробности рассказывает Сергей Берец. Испанская полиция провела операцию по захвату подводной лодки с контрабандным грузом кокаина. Его вес примерно 3,5 тонны. Арестованы 2 граждан Эквадора. Еще один подозреваемый скрылся. По мнению следователей, злоумышленники пытались затопить судно. Лодку подняли на поверхность с помощью надувных баллонов и отбуксировали в порт Кангас в провинции Понтеведра. Происхождение наркотиков и их получателя предстоит выяснить. На этом наш выпуск подошел к концу. О чрезвычайных ситуациях в республике, стране и мире мы расскажем в следующих выпусках новостей.